небольшой поселок Факел, среди лесов полей стоит, а небольшой поселок Факел, замечательный на вид, а на факел родной опустилась луна, только мы с тобой, а вокруг тишина, а дом культуры, дом ребенка. Эта песня семейного ансамбля Залетовых, пожалуй, самая популярная в этом году в поселке Факел. По старинке его принято называть «Завод». И возник он, как и многие селения на Урале, благодаря смекалке и предприимчивости одного человека. И было это 160 лет назад. В 1848 году на правом берегу Лучек речки, это вот в этой стороне, возникает небольшое предприятие винного производства. Основывает его Сергиев Григорий Борисович. С этого события берет свое начало Сергиевский завод. Именно так назывался Факел в самом начале своей истории. Со временем от того винокуренного заводика в буквальном смысле осталось лишь одно название. Винный так в наши дни называется пруд в центре села, где стояла старая винокурня. Кто приезжает в Факел, сразу видно, что винный пруд – это все. Это бренд Факела. В то время, в 1848 году, домишки располагались только вот здесь. Видя невыгодность винокурения, Сергиев Григорий Борисович закрывает винокурню и начинает открывать стекольное производство. Благо, основной компонент – песок – находился рядом, вот на этих вот небольших взгорьях. А леса достаточно было для того, чтобы разжигать эти печи. И вот уже приглашены сюда стеклодувы со всей России. Потомки тех мастеров с известных стекольных фабрик разных губерний живут здесь и в наши дни. Конечно, с тех времен поселок заметно разросся, но старинная улица и площадь, как и прежде, называются Красными. И с главой поселения Алексеем Шкляевым мы идем, как и полагается, по самой главной улице – Красной. Вообще исторически, вот у нас поселок Факел, а почему и называется поселок? Потому что он, завод и поселение, оно всегда было в взаимосвязи. И в данный момент мы можем наблюдать то, что в Факеле сформировалась своя определенная культура, заводская, наверное, культура. Структура, собственно, поселка, она ведь тоже особо отличалась от других деревень? Я думаю, что да, потому что, как и уральские заводы, они имели свою определенную структуру. Всегда имелся пруд, и затем само здание завода, и имелась та Красная площадь перед заводом, где народ собирался. Мы сейчас находимся в такой, центральной части старого поселка, да? Ну да. Мы, можно сказать, сейчас идем по той дороге, где ходили старые стеклодувы поселка Факел или бывшего Сергиевского поселка, получается, да? Ну да. Вот у нас самые фотографии такие очень важные, видите? Вы это, наверное, видели 28-го года, 25-го года. Эти, наверное, фотографии видели уже. Самые такие старинные из всего. Об истории поселка можно узнать в школьном музее. Сегодня здесь главный гость – инженер Аркадий Кириллович. Он приехал на завод и в Факел полвека назад. И, как никто другой, знает старинные заводские и местные традиции. Таких особых, традиций не было. Как у всех, по профессии, день стекольщика. Потом, при ремонтах печей тоже, было. Когда уже печь к ремонту закончена и осталось забить последний, скажем, кирпич, так назовем его на сегодняшний день, это диносовая плитка, то поручалось директору. Плитка была всегда уже подготовленная, но забить ее надо было директору. Агния Александровна и Нина Михайловна местную историю знают в буквальном смысле до мельчайших деталей. Они, как и многие потомственные жители, из старых заводских династий. Свекор-то у меня был посудный мастер. Делали, подсвечники делали. Да. Потом делали тарелки селедочники делали. Да. И воду держали вместо бака вот там. А, это так и называлось? Так обрез? надо обрезок. Это да. Стекло-то ведь делалось с этим вот, где на трубке, с горловиной, с горловиной, его обрезали, и получался обрезок.
Многие предметы местного производства, что были раньше у каждой хозяйки, сегодня уже музейная редкость. Это хрупкие, но долговечные свидетели местной истории. Используя местное сырье, работники завода выпускали продукцию, которая нужна была для того, чтобы использовать для домашних нужд. Это вот тарелка очень интересная. Темное зеленое стекло представляет вот эта лампа. Она тоже делалась вручную с помощью особых инструментов. И пузырьки воздуха, а также сам цвет, все это говорит о том, что это лампа ручного производства, причем где-то 19 века. А вот интересная часть – это халява, которую использовали в те далекие времена для хранения жидкостей, но и для выполнения оконных стекол. После того, как такую халяву изготовят на заводе, ее разрезали, расправляли на металлическом столе, и получалось стекло, которое затем вставляли в окна. История поселка – это и его жители. Есть здесь и свои творческие династии. В семье Емельяновых находят вдохновение буквально за окном, в местной природе. Вот мы с тобой сейчас научимся, как писать березы. Ты хочешь березовый лес писать? Если зимой я восхищаюсь, удивляюсь снегом на деревьях, морозным небом. Зимой чаще всего, конечно, небо не голубое, оно несколько оранжевое, может быть розовым, в зависимости от времени суток. Но зимние пейзажи не холодно бывают, а особое чувство такое к природе, торжественность, что ли сказать. Летом опять свои нюансы, свои красоты. Любимая тема Виталия Алексеевича – это лес в любое время года. В окрестностях поселка можно найти разные уголки, но есть и любимые темы. Ну, конечно, больше всего меня впечатляют березовые рощи. Они какие-то чистые, умытые, как после дождя. Они хорошие весной и летом. Они очень красивые осенью. Осенний лес мне очень нравится. Хотя, когда я работал учителем, появление желтых листочков навевало такое, скоро на работу. Ну что, Григорий, мы тут еще будем делать? А? Не знаю. Не знаешь? Ну, что тебе нравится тут? Что не нравится еще? А? Мне береза нравится. Береза нравится уже, да? Ну-ка ты издалека посмотри, как они. Ну, надо еще дописывать. Умение любоваться местной природой – это почти семейная традиция. Находит неповторимость в родных краях и сын Виталия Алексеевича, Алексей. Немножко мне, конечно, сложновато работать с водой, с какими-то водными гладями, потому что все-таки живое факеле у нас очень мало водоемов. Ну, есть, но они маленькие, нет уже таких далей. И поэтому тут немножко я затрудняюсь. А вообще мне нравится факельская природа, поскольку смешанный лес, вот эти переходы, особенно осенью или весной, дают специальные контрасты, которые необходимо передать вообще с какой-то изюминкой. Ну вот, и теперь немножко мучаюсь по этому поводу. А вообще факел мне нравится. Поселок большой, очень много народу встречается совершенно с разных уголков. И с России, некоторые даже с ближнего зарубежья. Пироги-то очень вкусные, все с начинкой капустной. Мария Митрофановна известная в поселке песенница. Биографии ее родственников, как и у всех, связаны с заводом. В основном, основная масса людей все работали на заводе. Муж мой на заводе проработал. Свекровка проработала, Анна Николаевна. Зятья, братья, все тут отработали, тетка. Заводские традиции здесь берегли, но и старые русские были в Сергиевском заводе в особом почете. Самый большой праздник здесь издавна и проводили Троицу на набережной улице. Люди сами собирались, проводили очень весело.
Сейчас ведь трясучки танцуют, а мы ведь бальные танцы танцевали. Вот как сейчас показывают по телевизору. Танго, фокстрот, подиспань, это краковяк. Всякие мы такие танцы танцевали, что сейчас даже названий не знают. А хороводы еще вы застали? Хороводы водили, Да, все это застали было. еще. Всё. Песни старинные бабы пели, это постарше нас, которые. Вот на Красной улице особенно, там площадь была. Там очень хорошая площадь была, зеленая такая, и все там вот пели, собирались. Вот с вечера выйдут, там играют под гармошку, с вечера выйдут, на скамеечке посидят, уйдут, и до утра идут игры. Набережная была очень дружная, потому что у нас на набережной все было как в простой деревне. За разговором и за перелистыванием альбомов с фотографиями вспомнили еще про одну страницу истории. О том, как поселок Сергиевский завод стал факелом. И были у того события свои очевидцы. Это была просьба депутатов, просьба населения. Было все везде Сергиевский. А говорили все факел. И решили, давайте переименуем поселок Факел, сделаем. И завод «Факел» будет. И на одном из сессий поселкового совета подняли вопрос этот. Все депутаты поддержали и решение вынесли. Значит, вот с этого момента у нас стал поселок «Факел» и завод «Факел». В клубе идут последние репетиции. Это песня, что родилась в семейном ансамбле Залетовых, настоящий местный хит. Она о поселке, что основал 160 лет назад при винокуренном, а затем стекольном заводе купец Сергиев. И с тех пор живут здесь потомки известных некогда на всю Вятку мастеров. А на факел родной опустилась луна, только мы с тобой, а вокруг тишина. И уже 1,5 века стоит поселок Сергиевский, а ныне Факел на 2 прудах – Винном и Заводском. И каждый житель от мала до велика расскажет приезжему его давнюю историю.